Здравствуйте, это проект «Своих не бросаем». С вами Лиана Кириллова. И Артур Галеев. Здравствуйте. Гость в нашей студии сегодня – глава администрации Кегинского района Башкортостана Зухра Ульбаевна Гордиенко. Приветствуем вас. Здравствуйте, Лиана. Здравствуйте, Артур. Зухра Ульбаевна, сколько раз вы были в зоне специальной военной операции? Лично я сама была 6 раз в зоне специальной военной операции. Буквально с самого начала, когда начали ездить гумконвои, мы начали ездить. А вообще команда района ездила 9 раз. А так у нас более 20 гуманитарных миссий. Это и Самара, и Нижний Новгород, и Елань, и так далее. Да, места боевого слаживания. И везде мы едем как бы не с пустыми руками, это гуманитарные миссии. А когда вы были первый раз в зоне СВО, и какие у вас были впечатления, когда впервые там оказались? Февраль прошлого года мы ездили туда с главой Нуриманского района. Поехали туда, на разведку. До этого отправили 2 фуры, а потом уже доехав на легковых автомобилях, в населении Красный Ключ, мы там раздавали эту гуманитарную помощь. Вот тогда это было первый раз. Ехали, говорю, с веселым настроением, пели песни, обратно ехали молча. Ровно 2 суток, потому что перевернулся весь мир, и после этого уже, наверное, другого мира ощущений и другого понимания войны и специальной военной операции у меня уже нету. Как и все люди, которые выезжают в последующие разы, они всегда уже в нашей команде неустанно помогают фронту. То есть глубже осознаешь все то, что там происходит? То есть здесь это все кажется далеко, а на самом деле сутки ты уже там, да, и там военные действия? Да, последний раз дорога была хорошая, то есть и погода позволяла, мы доехали ровно за 24 часа. И я в своих соцсетях, я их веду сама, соцсети, и написала, что вот нам всегда кажется, что это где-то далеко. Это не про нас, это вот там где-то далеко. И вот мы тут сидим все красивые, и все у нас хорошо. На самом деле 24 часа, и вот оно уже рядом. Поэтому я об этом и говорю, что сегодня моя личная задача, участие во всеразличных интервью и во всеразличных миссиях, говорить о том, что не должны быть крайних людей. Вот тут вопрос того, что мы помогаем выживать, мы помогаем остановить, мы помогаем сделать все возможное, чтобы наши ребята вернулись домой. Вот это наша основная миссия. Нам надо всем объединиться для того, чтобы это завершилось. Там сейчас нету чужой свой или какой-то. Там все наши. Наши, вся Россия там сейчас. Поэтому, безусловно, я заболела этим и стараюсь заразить, если так можно сказать, всех, кто рядом со мной находится. И очень благодарна команде, которая выезжает на своих автомобилях. Я просто вот этих ребят люблю, уважаю, потому что эти люди, они делают машины, ремонтируют, едем. И сама поездка, Артур, так как вы участник СВО, вы понимаете, что там все сложно. Но вы же понимаете, что в любой момент может прилететь, и вы просто погибнете. Да, здесь такая, наверное, философия. Вообще мы можем пойти по улице, упасть и погибнуть. Но тут нету бахвальства и лжегеройства, что вот я поеду на войну, ни в коем случае не преследую цели получить звезду героя посмертно. Этого нету и у моих ребят. Но вопрос того, что когда я поехала первый раз, и второй, и третий разы, там была личная ответственность, там были обещания даны, что я приеду в следующий раз. Во-первых, когда я туда выезжаю, я встречаюсь с командирами. И вы знаете, такой статус: едет глава, выходит командир, и нам уже легче общаться по судьбе наших ребят, по отпускам. Поэтому здесь вот такие поездки. А вот когда вы там находитесь, где вы спите, и вообще как вот вам спится? Да, так сильно устаем, Артур, за вот этот сутки, что засыпаем просто... Было бы где, да? Да, было бы где. Нет, в целом условия там созданы, там же тоже жизнь. Вот, как говорится, война – это тоже жизнь. Когда вот идешь, особенно когда последний раз были, там светило солнце, уже такая весна пришла яркая, и ты видишь это, люди, говорю, готовятся, копают огороды, покупают. Все как вот у нас здесь, да. Единственное вот отличие, то, что, во-первых, очень много военных машин, военных людей, и раскаты. Вот я всегда говорю, раскаты не грома, вот слышно, как стреляют, как бахают. Это сильно отличает. А все остальное, там идет такая же жизнь. Вот, поэтому там есть гостиницы, там есть, где пообедать. Все там есть, это уже организовано. Но мы же не едем по самой. Мы едем вдоль линии, так скажем, фронта и источек. Ребята к нам выходят. Угу. Вот, понятно, что туда зачем рисковать собой, рисковать людьми. Мы с ребятами договариваемся, списываемся. Не у многих есть связь постоянно, но когда есть связь, мы заранее пишем точки, где мы будем, и время пишем.
Ну, то есть, когда вы с ребятами встречаетесь, это происходит уже где-то не так близко к линии Нет, соприкосновения нет, боевого. нет, нет, нет. А что касается питания там, ну, получается, тоже те же столовые есть какие-то, да? Да, конечно. Там есть столовые, там есть, говорю, гостиницы, вот, есть где остановиться. Там можно уже в интернет везде есть, списаться где-то. Но единственное, конечно, мы стараемся, чтобы о нашем маршруте меньше знало народу, потому что я знаю, что вот были случаи, наш башкирский конвой обстреляли там Ульяновскую область, еще кого-то. Ну, то есть мы это слышим, потому что иногда же вот эти соцсети, они и в плюс, и в минус идут. В соцсетях пишем, мы выехали, мы проехали это. Во-первых, соцсети, они доступны для всех, где гарантия, что их не прочитали те, кому не нравятся наши поездки. Ну, вот так вот. Сухрам Ульбаевна, скажите, пожалуйста, а вот бойцы вам рассказывают, например, о подвигах? Вот вы же с ними лично общаетесь. Может быть, был какой-то пример? Ну, надо дать должное, мои земляки, кигинцы, они очень скромные. Они рассказывают какие-то вещи, в основном рассказывают их командиры. Я говорю, ну как наши ребята, как они, конечно, говорят, ваши молодцы, вот именно кигинские. Во-первых, они сельские, они умеют баню строить, они быстро могут отремонтировать. Они выносливые. Да, да. У нас есть Наиль из Сюрбаева деревни, так он уже в Запорожье. Он на вес золота, он ремонтирует все, что подбили, там трактора какие-то, вот механика от Бога. Он это все сам делает, вот. И много-много других, там, братьев Кимьянова из Нижних Кигов, они бани делают. Ну, в общем, они что, наши ребята все-таки умеют выживать и более приспособлены к этим условиям. Ну, не дай бог быть к этому, ну вот как есть говорю, потому что, говорит, более ребята, не дай бог кого-то обидеть, ну вот, которые не жили в таких условиях, не знают, как баню построить. Ну, возможно, как городским сложить. сложнее в этих Да, условиях, так? возможно, Чем деревенским, да. которые более приспособлены и к ручному труду и так Да. далее. А во время вашей последней поездки с вами лично вы увиделись с комбатом, и он лично говорил вам про башкирских воинов. Вот расскажите кусочек того, что он вам рассказал о наших доблестных героях. Он был, там было несколько комбатов, но я вот сейчас в Стаханове встретились мы с комбатом. Он, конечно, был в восторге от ребят. Он сам там молодой парень, говорит, давно уже воюет, но он говорит, что это ребята, на которых можно всегда положиться. Они как из стали, вот он говорил. Потом очень с ними хорошо, они надежные. Благодарил за помощь. Он говорит, ну вот вашим только помогают. Ну вот никакие регионы Имеется не в виду, обидеть. что гуманитарный конвой Да, из гуманитарный. Вот, Башкортостана. говорит, что попросил, и вот вы приехали, надо же. Вот они сказали, что глава приедет. Я не поверил, сам приехал посмотреть. Поэтому вот, ну, только хорошие отзывы. Конечно, хвалил, благодарил, родителям передавал привет. Вот, говорил, что ну, если таких будет больше, мы быстро победим. Закончим. Но мы уверены, что так оно и будет. Так ведь? Да, мы тоже... Другой уверенности у нас не должно быть. Победа будет за нами. Безусловно. Сухрам Ульбаевна, у нас есть видео из зоны СВО. Давайте его посмотрим. Приветствую, друзья! Мы являемся военнослужащими по одного из подразделений связи. Хотим поблагодарить администрацию и всех жителей Кигинского района за предоставленную нам гуманитарную помощь в виде этого транспортного средства. Оно помогает нам обеспечивать непрерывную связь в линии боевого соприкосновения. Победа будет за нами! Да, вот такие видеоприветы нам отправляют ребята постоянно. Мы не просим, потому что, ну... Но иногда жителям, которые собирают... Вот, знаете, вот у нас есть чат, называется КГСВО, ну вот, и там вот прописывает руководитель чата, кто сколько скинут. И там иногда 200, иногда 5000, иногда 10 и 50. Разные суммы, но вот кто сколько может. И вот так постепенно собираем и вот набираем гуманитарную помощь. Мы сейчас очень большое количество машин отвезли, ну не очень большое, 24 машины. Но для маленького района 17 тысяч, это хорошее, конечно. 24 машины. Это вот просто Ведь замечательно. огромное количество тепловизоров. Я уже, ну вот, боюсь всегда ошибиться, но вот за эти годы уже собраны миллионы. Вот небольшим районом, и вот, говорю, по 100, по 200. И есть моменты какие? Они есть. Вот мне очень хочется это сказать. Вот у многих и у моих знакомых складывается впечатление, что деньги уходят в никуда. Есть часть людей, которые говорят, а что, у наша армия такая бедная и не может обеспечить? Может. Но там война, там бой. И один бой, и один снаряд, и ничего не осталось, с чем обеспечили. И надо всегда, чтобы был запас, была помощь. Это правильно. Ведь, ну, вот в этом и есть единство силы. Раз. Есть те люди, которые говорят, что, вы знаете, вы там не довозите вот вы там ездите, там что-то не то делаете. Разбираете, себе оставляете. Ну, это мы передаем, вот. Поэтому
Ребята почему пишут? Чтобы люди знали. Чтобы люди знали, что вот это вот, кстати, ребята записывали, те, которые получили машину, которые бани строят. 2 брата служат из одной семьи, вот 2 братьев служат. Есть у нас такие семьи, где служат отец и 2 сына. Родные Да, служат родные, да. Где братья служат. Вот, поэтому здесь у меня лично не возникает сомнения, чем мы занимаемся. И ну, вот сколько я работаю, сколько я могу еще помогать. Лично я и мои все близкие, знакомые и близкое окружение. Для меня очень важно вообще сейчас такой критерий. Ты помогаешь СВО или нет? Вот если ты помогаешь СВО, ну как-то мы, значит, с тобой играем, мы с тобой дружим. Ну вот я так уж фигурально выражаюсь. Если мы сейчас не будем помогать, не будем, то все, что мы нажили трудом, все, что у нас есть, это может просто кануть. И вот поэтому мы этим занимаемся. Большое спасибо за вашу такую активную позицию, за то, что вы и сама активно в этом направлении работаете, и, как вы говорите, пытаетесь в хорошем плане заразить всех окружающих вокруг. Абсолютно, да. Зухра Муллетбаевна, но, к сожалению, ни одни военные действия не обходятся без потерь. Хотелось бы узнать вот именно в вашем Кигинском районе, как вы увековечиваете память тех ребят, которые погибли. Ну, понятно, что мы делаем и торжественный митинг, пытаемся, чтобы вот это было правильно все. А в дальнейшем на школах, на учреждениях, где учились ребята, мы делаем таблички. Вот. У нас проходит турнир. Вот Ильгизар Озненуров был, он погиб один из первых. Вообще он первый пропал, долго его не было. Офицер, красивый парень. Вот, например, хоккей на валенках, родители его организуют. Мы вместе там принимаем участие в село Нижний Киги. И планируем другие мероприятия проводить. Вот буквально в деревне Асылгужина жители сами собрались, то есть без нашего участия, вот решили, что вот у них есть парень, герой, мобилизованный. Он, в честь него повесили, ну, баннер на клуб. Ну, пусть вот такая, но тоже возможность увековечить ребят. У меня есть идеи, но я жду окончания войны, так скажем, чтобы у нас есть место для аллеи. Мы обязательно увековечим. И для меня это тоже очень важно. Я из поколения тех, чьи ровесники уходили в первую чеченскую кампанию. И, к сожалению, очень многих их забыли. Забыли, кто они, как их зовут и чем они занимались. И знаете, так все ушли в сторону. Ну, у вас в Кигинском районе есть аллея, посвященная да, да, героям. Поэтому вот здесь моя задача, опять же, пока я жива-здорова, я сделаю все возможное, чтобы этих ребят не забыли. А как это сделать? Ну, варианты есть. Пусть закончится все, дай бог, и мы потом... Никто не забыт, ничто не забыто. Это важно. Зухра Муллетбаевна, большое спасибо за интервью. Было очень интересно с вами пообщаться, узнать о том, как вы ездили в зону СВО. На самом деле, столько всего рассказали интересного. Вот, ну и дальнейших вам успехов в ваших поездках. Спасибо, но только вместе, и давайте будем все вместе стараться сделать все возможное для наших ребят. Ну, как говорится, Башкортостан Алга. Да. Большое спасибо. А с вами, уважаемые телезрители, увидимся через неделю. Это проект «Своих не бросаем». О том, что касается всех и волнует каждого. До встречи.